Появится ли преподавание православия, как это просто называют сейчас в интернете, в российских школах, насколько это нужно и к чему это приведет, попробуем выяснить прямо сейчас. С моей студии шеф-редактор «Настоящего времени» Кирилл Михайлов. Кирилл, объясни вообще суть вот этой новости для начала. Ну, прежде всего, о чем идет речь? Речь идет о попытке ввести в школе предмет, который условно можно назвать православная культура, о чем говорилось уже давно, еще патриарх Алексий II покойно об этом говорил. Ввести его с 1 по 11 класс, чтобы это был сквозной предмет в течение всего времени, пока ребенок учится в школе. Сейчас известно о том, это публикация «Коммерсанта», собственно, это и есть новость, на которой мы сегодня основываемся. Известно о том, что Российская Академия образования разослала экспертам проект того, как этот предмет с 1 по 11 класс должен выглядеть в школах. То есть скоро они, скорее всего, академики за него проголосуют? Завтра эксперты, не академики, а эксперты, которым это разослано, должны проголосовать. И если они проголосуют «за», то дальше Министерство образования получает возможность рекомендовать школам в регионах. Рекомендовать или это будет обязательное изучение? Вот здесь тоже есть своя тонкость. Потому что пока что речь идет о том, что этот предмет должен входить в так называемый школьный компонент. Порядка 70% всего, что ребенок изучает в школе, является обязательным. Ребенок обязательно изучает математику, русский язык, физику и так далее. Там есть сейчас набор предметов. Да. Существующий сейчас предмет «Основа православной культуры», там несколько модулей, да, это могут быть основы буддизма, основы ислама, основы иудаизма, светская этика или мировые религии. Эти модули отданы на усмотрение школы. И даже тогда, когда они появлялись несколько лет назад, я не ошибаюсь, в 2009 году? 2012 году. С 2012 это по всей России. Это, наверное, с 2009 года, может быть, чуть позже начались широкие дискуссии по этому поводу. Уже тогда многие родители, не знаю, не видя даже еще этого предмета, возмущены были и опасались, что детям, как они тогда писали, промоют мозги. Сколько это вообще похоже на правду? Ну, во-первых, дискуссия о том, надо ли вводить православную культуру, изучение православной культуры в светской государственной школе или муниципальной, да, потому что у нас не все школы напрямую из федерального бюджета, большинство из них из муниципального бюджета. По закону об образовании не может быть религиозного преподавания в государственных и муниципальных школах. И закон пока не изменен? Закон не изменен. Есть Конституция, которая тоже гарантирует, что Россия государство светское. Когда еще патриарх Алексий II начал говорить о том, что надо бы вводить такой предмет в школе, тогда и развернулась эта дискуссия. В 2007 году, если я не путаю, было известно письмо 10 академиков, которые обратились к Путину, что ни в коем случае нельзя допустить введение, условно говоря, закона Божия в школе. Что предлагается сейчас? Как сказано в выдержках из документа, который приводит «Коммерсант», цель программы вот этой на 11 лет в школе, добиваться становления православных христианских ценностных ориентаций у детей с тем, чтобы свои поступки они оценивали на основе нравственных норм православно-христианской традиции. То есть это не образовательный проект о том, что такое христианство? Да, это скорее ближе уже к конфессиональному предмету. И темы, которые перечислены: православно-христианское понимание смысла жизни человека, нравственная культура православной семьи, особенности нравственной культуры воина-христианина. О чем тут можно говорить? Что, судя по вещам, которые изложены в публикации газеты «Коммерсант», в школу предлагается все-таки ввести предмет, который ближе к тому, что мы знаем как закон Божий. То, что было до революции в среднем образовании, гимназическом и так далее. Давайте послушаем. Я сегодня записал небольшое интервью с Андреем Кураевым, я так с диаконом Андреем Кураевым. Дело в том, что сейчас предмет «Основа православной культуры» в школе, который преподается только в 4 классе, 1 час в неделю, на выбор родителей. Этот учебник для этого предмета написал диакон Андрей Кураев. Я его спросил, что он думает по поводу инициативы Российской Академии образования и возможном введении с 1 по 11 класс. Ну, я думаю, что это приведет скорее к достаточно к воспитанию определенного циничного отношения подростков к тому, что связано с миром православия. Потому что так долго говорить с детьми на православные сюжеты можно, собственно говоря, только в 2 случаях. Или если это крайне талантливый педагог, который умеет заинтересовать всем чем угодно. Вот такие люди бывают. Вот. Или же, если это разговор, который идет о жизни самих этих ребят, об их проблемах,
а не о том, что делал когда-то в древности Содом со своей Гоморрой. Но, увы, то, что в этой программе значится, там Вселенские соборы, их решения, их названия и так далее. То есть, в общем, это разговор про свое. Про свое, людьми абсолютно неподготовленные. Я боюсь, что педагоги сами будут в большинстве своем скучать на этих уроках. Я хотел привести такую цифру. С 2012 года во всех школах Российской Федерации в 4 классе модули на выбор родителей. И как родители выбирают? Есть статистика. По прошлому учебному году основа православной культуры по стране в целом 38% четвероклассников изучали. Светская этика, так называемая, потому что я, получив философско-богословское образование, не очень понимаю, что такое светская этика. Светская этика порядка 40%. Место бабушки. 19% мировые религии. Такие же приблизительно цифры и по позапрошлому учебному году, что свидетельствует, что на фоне того, что 72% этнических русских называют себя православными, когда речь идет о том, какой предмет выбрать добровольно ребенку в школе, 2/3 родителей выбирают либо основу светской этики, либо основу мировых религий. Ты считаешь, что преподавание для тебя это вообще не пустой звук, ты просто понимаешь в этом больше куда, чем я, например, к чему может привести такое преподавание в школах? Будет учебник единый, учителя литературы прочитают его перед занятием, выучат первую главу. Принципиальная вещь, о которой необходимо сказать. Если этот предмет будет преподаваться конфессионально, то есть не посмотрите, как бывает, а давайте мы встанем, дети, и вместе помолимся. Да? Если это будет превращено в закон Божий, я думаю, что опыт второй половины 19-го, начала 20 века уже все показал, как это бывает и к чему это приводит. Достаточно вспомнить, что Михаил Афанасьевич Булгаков, сын профессора Киевской духовной академии, к первому курсу университета Киевского был законченным атеистом. Спасибо большое. Кирилл Михайлов, шеф-редактор «Настоящего времени». Попробовали выяснить, что случится, если церковь и государство наконец-то сольются вместе в российских школах.